Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что случится до конца лета? Как до конца лета изменится ваша жизнь? Осталось совсем чуть-чуть, и август закончится. Поэтому самое время узнать, что вас, мои дорогие любимые, ждет. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе. Здесь какой-то человек сделает шаг в вашу жизнь. Прям такой решительный шаг, что вы от неожиданности даже растеряетесь. Настойчивый человек, уверенный в себе человек делает шаг. Смотрите, мои милые, вы все разные. У кого-то это отношения, да, личная жизнь. У кого-то это работа, бизнес, у кого-то это родственные связи, да, дружеские взаимоотношения. Но вот четко показано, что человек сделает шаг. Вы растеряетесь. Сначала вам покажется, что это абсурдно, да, что не стоит вам принимать этого человека. Но этот человек будет очень убедительным и очень результативным. То есть человек сразу начнет что-то делать, чем-то вам помогать, в вас вкладываться, брать на себя какие-то проблемы, защищать вас, оберегать вас, на руках вас носить. И вы такая: о, классно, это то, что мне нужно. Еще раз говорю, все разные. Меня смотрят и мужчина, и женщина. Кто-то уже в браке, кто-то в паре, кто-то, допустим, нуждается в защите, у кого-то нет верного друга, у кого-то нет коллеги хорошего, либо надежного бизнес-партнера. Но вот мне идет, что человек берет на себя инициативу и делает решительный шаг. То есть вас не спросят, да? Вас не спросят, вас перед фактом поставят. Вот теперь я сделал шаг, я в твоей жизни. Все, принимай. Вы такая: я не хочу. И человек говорит: сейчас я тебе все покажу, да? Сейчас я тебе все объясню. Сначала вы как-то в шоке, а потом вы принимаете этого человека. И я вам так скажу, это лучшее, что могло с вами случиться за целый год. Понимаете, за целый год. Хотя мы смотрим до конца лета. То есть это событие, когда вы будете подытоживать свой год, да, в декабре где-то будете под конец декабря сидеть и думать, что со мной произошло за этот год. Вот это событие, оно самое яркое, оно самое прекрасное и самое доброе по отношению к вам. Вам нужен этот человек. Нужен в этот период жизни, либо в принципе по жизни был нужен этот человек. Но вы судьбе будете благодарны, да, за то, что этот человек сделал шаг в вашу жизнь. И за то, что вам хватило мудрости, да, не прогнать этого человека. То есть вы не стали сопротивляться. Дальше, мои хорошие, до конца лета удача вас ждет, везение, удача, как будто бы с неба вам будет послана. Большая удача, либо очень крупное везение, да, повезет по-крупному. Даже если вы себя считаете неудачливым человеком, либо невезучим, вас все равно это касается. Так и показали, что с левой стороны, в момент, когда вы не ждете, в момент, когда кажется, что уже ничего не случится, ничего не поможет, да, придет удача, придет везение, и все очень быстро и ярко поменяется. Вы все разные, каждому повезет в своем, да, либо удача улыбнется в каком-то деле, в какой-то ситуации, при каких-то обстоятельствах. Но то, что удача придет, то, что везение придет и по-крупному придет, это точно. Сами небеса вам это посылают. Еще, мои хорошие, я вижу какую-то свадьбу, и на этой свадьбе вам гулять. Вот именно гулять.
Может быть, это и ваша свадьба. Да? Может быть, у вас уже запланирована свадьба на конец лета, да, там последние числа августа. Свадьба будет очень веселой и много эмоций, таких теплых, потрясающих эмоций. И брак будет очень счастливым. Если вы как гость будете гулять на свадьбе, то прям очень много положительных эмоций испытаете. Это самая веселая, самая позитивная свадьба, которая у вас там в памяти отложится. Дальше, мои хорошие, какие-то новости к вам придут. Причем новости, как две новости. Одна как-то скромнее, а другая поярче. Либо одна новость касается конкретно вас, а другая новость касается там всех людей, допустим, да, всех, кто вас окружает, либо с вами вместе там находится. Две новости. И вот мне кажется, что одну из этих новостей люди ждали. Может быть, даже молились, чтобы вот пришли хорошие новости. Когда же будут хорошие новости, и они придут. Но они немножко задержатся, то есть это уже под самый тоже конец месяца эти новости придут. Ну и также вам лично хорошая новость идет. Может быть, по поводу работы, может быть, по поводу там личной жизни, может быть, по поводу каких-то там документов. Как бы новости есть. Дальше, мои хорошие, показано, что вы что-то будете приобретать. Но приобретать вы будете с выгодой, да, выгодные приобретения. Это могут быть как и мелкие какие-то покупки, так и серьезные, да, вот глобальные покупки. Но выгодно, вот именно выгодно. Может быть, какие-то скидки, может, какие-то спецпредложения, может быть, какие-то льготы у вас, да, либо вы найдете кого-то, у кого там льготное положение, этот человек типа для себя купит, на самом деле вам отдаст. То есть выгодно, именно вот слово ключевое – это выгода, потому что вы потратите меньше денег, вы очень знатно сэкономите и собой будете очень довольны. Но покупать в один момент вы будете либо что-то конкретное, да, вот прям за деньги, много денег отдадите, либо большой объем чего-то закупите, да, одномоментно. Одну вещь, дорогую, либо много разных, вот в большом объеме. Еще я вижу, что вам будут что-то предлагать, но вы будете об этом думать. Предложение идет достаточно неплохое, но там как бы информации мало, либо вы чем-то другим заняты, вам не до этого. Вы возьмете себе на заметку. Единственное, что никому об этом не рассказывайте, потому что кто-то может опередить вас. Дальше, мои хорошие, показано, что какой-то человек будет искать вашего прощения. Но не лично, а через кого-то, либо, например, в интернете человек вам может писать, да, там, в мессенджерах может писать. С одной стороны, вам приятно, да, что человек ищет вашего прощения. С другой стороны, вам обидно, что человек лично не приходит и в глаза вам не смотрит. И такая вот дилемма, как поступить: простить, либо оставить все как есть. На самом деле, чем быстрее вы разорвете вот эту негативную энергию, которая между вами сформировалась, энергия обиды, энергия претензий, тем будет лучше для вас. То есть заочно простите человека, потом, поверьте, этот человек очно появится и обязательно вас за это возблагодарит. Да? Какой-то подарок вам сделает, либо какое-то особое отношение будет к вам от этого человека. Да? Лучше уже простить. Да, обидно, что не лично просит прощения, но лучше простить. Еще я вижу, что у вас вот по проводам идет какое-то знакомство, которое ближе к зиме, вот мне идет к зиме, перерастет в нечто грандиозное. Это знакомство не обязательно личного характера, да, не обязательно там про личную жизнь, про любовь. Это может быть знакомство с какой-то выгодой, с какой-то пользой. Может быть, человек там какой-то специалист, либо уникальный, либо знающий, там, профессиональный. Вот с таким человеком вы познакомитесь. А вот зимой вы этим воспользуетесь. Либо зимой у вас будет необходимость, да, в услугах этого человека, либо в советах этого человека, а вы уже знакомы, да, и вы можете сразу обратиться, и человек вам не откажет. То есть не отказывайтесь от знакомств в интернете. Понятно, что нужно быть осторожнее, потому что там всякие разные люди бывают, мошенники бывают, но тем не менее, да, вот если человек к вам сам попросится познакомиться, обязательно знакомьтесь. Либо если вы кого-то интересного увидели, не стесняйтесь с этим человеком сами познакомиться. Дальше, мои хорошие,
муж с женой найдут общий язык. Там есть какая-то причина, почему вы ругаетесь. У кого-то это причина материальная, то есть нехватка денег, там муж мало зарабатывает, либо безработный, вот, а жену это все достало, и жена очень сильно переживает, постоянно ему высказывает. Может быть, он помимо того, что не работает, еще и по дому не помогает, да, это прям совсем обидно. Может быть, там причина наоборот, муж сильно жену ревнует, во всем ее ограничивает, потому что ничего с собой поделать не может из-за этой ревности. То есть какая-то причина есть, как камень преткновения есть. Я вижу, что вы этот камень уберете из своих отношений. То есть вы договоритесь, вы все проговорите. Там, допустим, муж устроится на работу, либо с женой поговорит и перестанет ее ревновать, да, если это речь была про ревность. В общем, камень вы это точно уберете. Если это какое-то третье лицо, как третье лишнего в ваших отношениях, то этого третьего лишнего не будет. То есть брак сохранится, хорошие отношения восстановятся, и вы лучше прежнего заживете. То есть до конца лета свою личную проблему между мужем и женой вы точно решите. Камень точно уберете. Еще я у вас вижу какое-то исполнение, только я не могу понять, что исполнится. То есть для вас это будет большим сюрпризом. Вам либо кто-то исполнит, то есть для вас постарается, зная, о чем вы мечтаете, человек просто это сделает для вас, мечту вам вашу подарит. Либо это небеса постараются осуществить вашу мечту, потому что вы это заработали, вы это заслужили. Для вас это будет сюрприз, и сюрприз очень приятный, который там меняет ваше настроение, отношение к жизни, и вы прям как на крылышках парить будете. Вот такое чувство у вас, чувство счастья. Теперь моя мечта исполнилась, я очень счастлива, я очень счастлива. Ну, такой светлый очень момент. Дальше. Одной проблемой меньше у вас будет. Причем проблема тут очень серьезная. И эта проблема, она как дамоклов меч, ну, буквально висит над вами, угрожающе висит. С этой проблемой вы как будто бы, объединившись с кем-то, будете разбираться. Может быть, вы к кому-то обратитесь, кто вот на профессиональном уровне решает эти проблемы. Эта проблема может быть и со здоровьем, эта проблема может быть там и с деньгами, и с какими-то делами, да. У кого-то именно профессиональная помощь идет, да, человек вам помогает, но вы делаете этот первый шаг, вы к кому-то обращаетесь. Ну, а кто-то заручится поддержкой человека, ну, вот начнет решать свою проблему. Ну, вот одной проблемы у вас точно меньше станет. И еще, мои хорошие, по поводу здоровья хочу добавить. У кого сейчас сложилась какая-то ситуация, что вы в сомнениях по поводу своего здоровья, может быть, вы проходите обследование, может быть, вы только лишь хотите, да, заняться тем, чтобы пройти обследование, может быть, у вас уже какие-то результаты странные, мутные, да, непонятные, и вы не знаете, что с этим делать, может быть, вас даже немножко напугали в медицинском учреждении. Смотрите, я вижу, что это все окажется, ну, либо ошибкой, либо чем-то несущественным. Ну, так иногда бывает, да, там анализы врут, либо там специалист неквалифицированный, там не то увидел, не туда посмотрел. Может быть вообще какая-то ошибка такая, что там лаборатория, например, там перепутала ваше с чужим. Может быть, вы что-то неправильно поняли, и вы очень там испугались, и думаете, что ну все, как бы мне крышка. На самом деле, как бы там окажется, что ничего серьезного нет, все у вас будет хорошо, да, и проблема исчерпает себя. Как-то так показано. Дальше показано, что вы шапку снимете. Шапка достаточно крупная, и она закрывала вам глаза. То есть вы чего-то не видели. То есть вас кто-то мог обманывать, либо вы сами могли насчет чего-то обманываться. То есть не видели картинку, как она есть. Шапка. Вы от этой шапки избавитесь. Прозрение. Идет понимание. И с левой стороны. То есть для вас это будет так неожиданно. Вы скажете, ничего себе, вот как такое со мной произошло. А я вам скажу, почему такое с вами произошло. Слишком много нагрузки на вас лежит. Слишком сильно устаете. Мозг перевозбужден. Скорее всего, у вас проблемы со сном. У кого-то недосып, у кого-то тревожный сон. Да, вы постоянно пробуждаетесь. Мозг как будто бы не отдыхает. Да, и поэтому это произошло. Ну, от шапки этой вы точно избавитесь. Еще я вижу, что между детьми и родителями восстановится
доверие, восстановится контакт. Да? Может быть, это вы ребенок, может быть, вы родитель, да, вот что-то произошло. Утеряна была связь, утеряно было доверие, но это все восстановится. Здесь идет обнуление и как новый виток, новое начало. То есть понимание все-таки, что мы родные люди, и роднее, чем мамы там, и ребенка, либо отца и ребенка, никого на свете нет. Да, и что негоже родным людям вот так вот ругаться, не доверять друг другу, либо что-то друг от друга утаивать. Ну, то есть у вас идет восстановление. Еще здесь показана большая куриная лапа, а под ней яйцо. Но куриная лапа — это магия. Яйцо — это нечто новое. Возможно, вы делаете какие-то обряды и ритуалы, которые вам откроют путь в нечто новое, чего раньше никогда у вас не было. Также, возможно, кто-то делает для вас, на вас могут делать, там могут родственники заказывать, там всякие ритуалы там, на везение, удачу, открытие дорог, на личное счастье, там, на крепкое здоровье, на то, чтобы там проблемы решались. Ну вот кто-то постарается. Либо вы сами для себя постараетесь, либо кто-то для вас постарается. Тут конкретно вот магия, молитвы, обряды, ритуалы, которые вот реально работают на благо вам. Также, кстати, если у вас в жизни застой, и вы, например, хотите в жизни что-то поменять, и вы будете проводить там чистки, избавление от негатива делать, да, там, отчитки всякие делать, то у вас все получится. Потому что яйцо — это и есть новая жизнь, новое начинание, новое начало. Хороший такой знак, серьезный. Дальше показана длинная иголка, но иголка как будто бы воткнута острием, как в землю воткнули иголку. Острый момент, либо ссоры с кем-то, да, вот друг друга кололи люди, говоря какие-то острые слова. Я не могу сказать, что здесь будет мир, но я могу сказать, что люди сбавят обороты, и больше этих острых моментов не будет. Либо сама судьба вас разведет, чтобы вы больше там не ссорились, не ругались, либо у вас такое вот перемирие, да, вы друг друга не трогаете, потому что вам нет времени, да, нет дела до друг друга. Каждый живет своей жизнью, как бы иголка она есть, она никуда не делась, но острием она воткнута в землю. Ну, по крайней мере, не будет скандалов, не будет обвинений и не будет напряжения между вами и кем-то. Еще здесь показана дверь, которая закрыта и не спешит открываться. У вас по поводу этой двери какое-то дикое раздражение, усталость, и вы так прям обижены на эту дверь, что она не поддается, что она не открывается, а вы очень хотите туда войти. Смотрите, здесь нужно ждать, и ждать вы будете ровно столько, сколько вот высшие силы велят. У кого-то эта дверь откроется там осенью, у кого-то зимой, у кого-то вообще в следующем году, понимаете? Вы по какой-то причине не готовы войти в эту дверь. И пока вы не готовы, вас туда и не впускают. Да, вы можете наблюдать, как другие люди заходят в эту дверь, но для вас она все равно по-прежнему закрыта. Это не значит, что вас ограничили, либо не значит, что вас наказали, либо вы там недостойны. Вы просто не готовы. Вот, понимаете слово «не готовы»? Вот когда высшие силы поймут, что вы готовы, эта дверь перед вами распахнется. И тогда уже бодрым шагом туда войдете. Не нервничайте, живите свою жизнь. И поверьте, что ваше от вас никогда не уйдет. Да, до конца лета эта дверь вам не откроется. Но это и к лучшему, потому что сейчас вы не готовы. Ни физически, ни морально, ни этически, никак не готовы. Поэтому дверь по-прежнему закрыта. Просто не обращайте на нее внимания, займитесь чем-то другим и живите свою жизнь. Когда придет время, тогда вам все и откроется. Еще я вижу, что вы избегаете какого-то человека, но вам с этим человеком встретиться придется. Не могу понять, по какой причине избегаете. Может быть, вы считаете, что человек неприятный, может быть, вам не о чем говорить, может быть, вам не хочется видеть этого человека. Ну вот вы избегаете, кого-то вы избегаете. Но встретиться вам придется, потому что этот человек буквально идет вам навстречу. Зачем вам нужно встретиться? Для того, чтобы этот человек вам что-то важное сказал.
важное, понимаете, важные слова, важная подсказка, важный совет, важное наставление. Вы будете в шоке, что вы встретились с этим человеком, но когда человек начнет говорить, вы потом уже там другими глазами на этого человека посмотрите. Возможно, вы даже мнение свое по поводу этого человека поменяете. Вот, окажется, что не такой уж и плохой, да, либо не такой уж и неприятный. Ну вот что-то должен вам этот человек сказать. Встреча у вас состоится. Как бы вы ни бегали, все равно встреча будет. Дальше показаны какие-то изменения либо на работе, либо в вашей работе. Да? Кто-то работает по найму, кто-то работает сам на себя. Если вы работаете сами на себя, то здесь прям рост продаж, рост прибыли, больше клиентов. Возможно, вы даже будете кого-то нанимать, чтобы люди вам помогали. Потому что сами справляться уже не сможете. Вот просто как такой оголделый ажиотаж по поводу вас, вашей компании, ваших услуг, ваших товаров. Если вы работаете по найму, то возможны какие-то изменения в руководстве, в руководящем составе. Может быть, у вас начальник новый появится, либо начальница, коллеги могут новые приходить. И также, возможно, вы с кем-то будете прощаться. Прощаться с кем-то, кто, например, не очень вам нравился, да, не внушал вам доверия, либо человек был очень таким склоченным и неприятным в общении. То есть, в принципе, будет интересно, да, новые лица. Опять же, новая метла по-новому метет. Возможно, там на смену каким-то не очень хорошим начальникам придут очень хорошие, и вы так с позитивчиком смотрите на свое будущее именно в той компании, где вы работаете. Еще показано, что у вас дополнительная пара рук появляется. Вам кто-то будет помогать. Помогать там, по дому, по хозяйству, либо на вашей работе кто-то будет помогать, в каких-то делах человек будет помогать. И вы знаете, вот эта дополнительная пара рук, во-первых, это очень честные руки, а во-вторых, эти руки, они очень легкие. То есть человек в каких-то моментах будет там больше делать, чем вы, либо справляться быстрее, чем вы. Очень вам эти руки понравятся, и очень многое будет сделано. То, что, например, там месяцами вы не успевали, ну, чисто физически не успевали, да, может быть, даже что-то не знали, как делать, но вот эти легкие руки вам помогают, быстрые легкие руки. Но это как временный характер, да, человек, может быть, там приедет, кто-то из родственников будет помогать, либо какой-то друг вам будет помогать, подруга будет помогать. В общем, помощь идет кратковременная, но очень приятная, и этой помощи больше, чем достаточно. Так, еще продажа вот какая-то показана. То ли вы что-то продаете, то ли у вас кто-то что-то захочет купить. Но тут такой совет: не спешить с этой продажей, потому что цены какие-то вот низкие. Цены могут расти, и, скорее всего, они вырастут, туда ближе к зиме вырастут. Там осень, зима, цены очень сильно могут вырасти. Возможно, тот человек, который у вас хочет купить, он об этом знает, и человек прям очень сильно будет настаивать, что типа давай, прямо сейчас, давай подпишем там договор, да, либо давай мне, вот тебе деньги. Если вы понимаете, что вы можете себе позволить, да, как-то без этой продажи прожить, то лучше обождать. Обождать и там либо снять с продажи, либо на паузу поставить. Я не могу сказать, что человек хочет вас обмануть. Скорее, человек хочет сэкономить, да, и человек решил вот прям действовать очень так быстро. Вот для вас это звоночек такой предупреждающий, что лучше, наверное, таки подождать лучших вариантов. Ну, а если вы долго вот не могли продать, и вам это все в тягость, то, конечно же, продавайте, да, клиент прям придет сам. И очень такой быстрый клиент, что вот давай вот прямо сейчас, да, максимум там завтра, больше ждать я не могу. Прямо сам вас там отвезет, привезет, и все сделает, да, и деньги отдаст. Какая-то быстрая очень продажа идет. Там человек как спешит куда-то. Дальше, мои хорошие, показано, что до конца лета женщина про мужчину всю правду узнает. Все, что он от нее там прятал и скрывал. Ну, буквально вы его разденете до конца лета. Голый человек, ну, это значит, все про него вот видно и понятно. Правда с левой стороны. Возможно, вы что-то подозревали, но подозрения, например, полностью подтвердятся, да? Либо наоборот, подозрения будут полностью опровергнуты, потому что там совсем не то. Ну, допустим, жена могла подозревать мужа в измене, да?
женщина подозревает мужчину в измене. Выяснится, что никакой измены нет, а у него там, например, проблемы с мужским здоровьем. То же самое, женщина могла подозревать мужчину в том, что он там какой-то, альфонс, допустим, да, а окажется, что мужчина там все деньги отдавал на помощь там маме, да, семье отдавал, либо собирал деньги на то, чтобы там во что-то вложиться, да, приобрести там имущество, допустим, недвижимость приобрести. Как сюрприз, например, сделать, да, привезет вас, скажет: вот, дорогая, я купил нам дом, да, либо землю под дом купил. То есть как бы так еще может отыграться. Вы узнаете, вот показано, что вы узнаете, мужчина перед вами голый стоит и уже ничего не скрывает. И вы все про него знаете. И также и неприятное может открыться. Может, человек вам рассказывает, что я такой славный, там, не женат, богат, да, а выяснится, что он альфонс, выяснится, что у него там куча детей, которым он не платит алименты, что он там много раз был женат. И, в принципе, человек сам по себе очень ненадежный, аморальный. И пускал вам пыль в глаза. Да, жил в кредит, например, в долгах, как в шелках. То есть, откроется, правда, откроется. У кого-то так, у кого-то по-другому. Понятно, что вы все разные. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.